Нулевой класс, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы номер 36 имени Джоумарта Бакамбаева Сираждинова Арзыкан Абдыкаровна. Урок развития речи. Тема урока стихи Корнея Чуковского «Мой дадыр». Цель урока – ознакомить с литературно-художественным произведением, научить эмоционально воспринимать стихотворение и понимать содержание поэтических текстов, развивая устную речь, научить детей соблюдать личную гигиену, научить к аккуратности и к терпению. Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего нашего урока – стихотворение Корнея Ивановича Чуковского «Мой дадыр». Ребята, скажите, пожалуйста, а вы часто моете руки? Руки мыть нужно каждый день. Молодцы, ребята! Никогда не забывайте мыть руки. К вашему вниманию представляю стихотворение Корнея Ивановича Чуковского «Мой дадыр». Мой дадыр. Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечку, свечка в печку, я за книжку, да бежать и в припрыжку под кровать. Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю, но пузатый от меня убежал, как от огня. Что такое? Что случилось? Отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом? Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кочерга за кушаком. Все вертится и кружится и несется кувырком. Вдруг из маминой спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок! Ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя. У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки. Даже брюки убежали от тебя. Рано утром на рассвете умываются мыши, и котята, и утята, и жучки, и паучки. Ты один не умывался, и грязнули остался, и сбежали от грязнули и чулки, и башмаки. Я великий умывальник, знаменитый мой дадыр, умывальников начальник и мочалок командир. Если топну я ногою, позову моих солдат, в эту комнату толпою умывальники влетят, и залают, и завоют, и ногами застучат, и тебе головомойку неумытому дадут, прямо в мойку с головою окунут. Он ударил в медный таз и вскричал: «Кара-парас!» И сейчас же щетки затрещали, как трещотки, и давай меня тереть, приговаривать: моем трубочисто, чисто, будет трубочист, чист. Тут и мыло подскочило и вцепилась в волоса, и юлила, и мырила, и кусала, как оса. От бешеной мочалки я помчался, как от палки. Она за мной, по садовой, по сеной. Я к Таврическому саду перепрыгнул через ограду, а она за мной мчится и кусает, как волчица. Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый крокодил. Он с Татошей и Кокошей по аллее проходил и мочалку, словно галку, проглотил. А потом как зарычит на меня, как ногами застучит на меня. «Уходи-ка ты домой», — говорит, «да лицо свое умой», — говорит, «а не то, как налечу», — говорит, «растопчу и проглочу», — говорит.
как пустился я по улице бежать. Прибежал я к умывальнику опять. Мылом, 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 мылом умывался без конца. Смыл и ваксу, и чернила с неумытого лица. И сейчас же брюки, брюки так и прыгнули мне в руки. А за ними пирожок. Ну-ка, съешь меня, дружок. А за ними бутерброд подскочил и прямо в рот. Вот и книжка воротилась и тетрадь, и грамматика пустилась с арифметикой плясать. Тут великий умывальник, знаменитый мой дадыр, умывальников начальник и мочалок командир. Подбежал ко мне, танцуя и целуя, говорит: вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Наконец-то ты, грязнуля, мой дадыру угодил. Надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистым стыд и срам, стыд и срам. Да здравствует мыло душистое, и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок. Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться, в ушате, в корыте, в лохани, в реке, в ручейке, в океане, и в ванне, и в бане, всегда и везде. Вечная слава воде! Ребята, скажите, вам понравился стих? О чем речь в стихотворении? Чем вам не понравился этот мальчик? И что помогло этому мальчику стать аккуратным и чистым? Ребята, домашнее задание для вас – нарисовать мыло, мочалку и микробы. Надеюсь, вам понравился сегодняшний наш урок. До новых встреч!